Доброе утро, дорогие телезрители. Утро Якутии вновь пришло в этот день, Наступило, вновь, чтобы помочь вам проснуться в этот день, с улыбкой встретиться. Сегодня на календаре 11 февраля, это пятница. Мы ее все долго-долго ждали и наконец-то дождались. Катерина Винокурова, Павел Танин. Будем с вами этот день встречать на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. И в ближайший час мы поговорим о том, как съездили в Хангаласский улус охотники и как они поддерживают животных и помогают им в питании. Да, а тем временем в Санкт-Петербурге, в нашей северной столице, появился необычный повар. Это робот по имени Айзенкох. Вот узнаем, что же такого необычного в нем и почему он может составить конкуренцию шеф-повару одного из заведений Санкт-Петербурга. И в продолжении этой темы пообщаемся с якутскими разработчиками и поговорим о развитии робототехники. А также национальный парк Ленские столбы готовится к открытию нового туристического сезона. Вот узнаем, что же ожидает тех, кто в эти дни, в ближайшие месяцы решит посетить это прекраснейшее место. Не забывайте про средства обратной связи. Мы все читаем. Например, наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Пишите, задавайте вопросы, интересующие вас, и свои пожелания или предложения. Также не забывайте про наш Инстаграм, подписывайтесь, следите за нашими новостями. Утро, нижнее подчеркивание Якутии, это непосредственно название нашей страницы в Инстаграм. Если вдруг вы пропустили выпуски наши, то вы всегда можете их посмотреть в повторе на Ютубе, телеканала Якутия-24. Вбиваем «Утро Якутии» и будет вам счастье в повторе, скажем так. Ну а утро каждого из нас, конечно же, начинается с завтрака. И ты часто думаешь, что приготовить сегодня на завтрак? Или Я на самом деле давно понял жизнь и не спешу. У меня всегда одна и та же схема. Как правило, это яичница. Каждое утро. Ну, очень редко бывает какая-то необычная яичница, ну, там, с какими-то примесями сосисок, бекона и так далее. Очень редко появляются в этом рационе сырники. Доброе утро! Меня зовут Энхеева Мария. Я работаю в ресторане «Тимтон» города Нерюнгри. И сегодня мы с вами будем готовить вкусные и нежные сырники. Для этого нам понадобится творог 500 грамм, яйцо 1, мука 1 столовая ложка, сахар 2 столовые ложки. По желанию можно будет добавить ванилин. Начинаем готовить. Творог можно взять любой. Главное, чтобы он у нас был сухой и рассыпчатый. Если у вас обезжиренный творог, тогда его нужно отжать через марлю, чтобы не было лишней сыворотки. Творог у нас уже протертый, поэтому рекомендую его протереть через сито, чтобы сырники наши были очень нежные и очень вкусные. Итак, наша масса уже готова. Теперь мы формируем сырники. Для того, чтобы у нас сырники не рассыпались при жарке, желательно, когда мы это все замешиваем, постояло, чтобы наша масса 30 минут. Тогда они у нас на сковородке не будут сыпаться. Все ингредиенты соединяются. Теперь наши сырнички мы обваливаем в муке, придаем им форму. Для того, чтобы она была идеальная, можно взять в помощь нож, лопатку, все, что вам будет удобно, чем вам формировать будет удобно. Пожарили с двух сторон. И теперь мы убираем в духовочку на 5 минут. Итак, наши сырники готовы. Подавать вы можете с любыми ягодами, фруктами, со сгущенным молоком, сметаной и даже шариком мороженого. Кто как любит.
Приятного аппетита! Ну, я примерно такие же сырники готовлю, только не такие же. Без ягоды, немножко рецептура другая, но этот рецепт захотелось попробовать. Но они и, такие возможно, достаточно большие. не да. очень крупные. Я, наверное, завтра попробую все-таки их приготовить, потом как-нибудь мнением своим Потом поделюсь. как-нибудь угостишь. Да. Но говоря про поварское дело, про кулинарию, очень интересные вести доносятся из северной столицы нашей страны, Санкт-Петербурга. Там в кофейне «Кофеномика» появился необычный повар. Повар он по призванию, по происхождению не человек, а робот. Зовут его Айзенкох, что, кстати, с немецкого переводится как «железный повар». В общем, в чем составляет он конкуренцию шеф-повару? Он готовит восхитительные, вкусные вафли. Кстати говоря, про завтрак тоже И хорошая всего история. за 5-7 минут, да? За 5-7 минут, при этом одновременно может готовить 2 порции. По словам инженера, робот близок к вентинговому аппарату. Стоит загрузить тесто, и он сам начнет печь. Кроме того, железный повар сможет приготовить омлет или что-то такое же простое. Есть вафельники, которые пекут вафли, но, как правило, конструкция довольно примитивная. У них сверху стоит подача теста, и единственное, что он делает, он переворачивает вафлю и отдает ее вам. Наш робот, как человек, он берет отдельно тесто, берет отдельно вафельницу, открывает, закрывает, печет. Робот следит не только за тестом и его количеством, но и за температурой. Посетители заказывают десерт, чтобы в первую очередь увидеть процесс приготовления. Всем очень интересно, все хотят купить эту вафлю, возможно, даже не для того, чтобы ее съесть, а скорее для того, чтобы посмотреть, как этот процесс происходит. Очень много вопросов задают, все интересуются чем-то даже вплоть до технической части. По мнению посетителей, повар-робот вполне себе может конкурировать с опытным шеф-поваром. Как филигранно и как аккуратно он это делает. И мне, правда, очень нравится не только сам продукт в виде вафлей, но и то, как происходит весь этот процесс. Необычный повар особенно нравится детям. Они могут запустить робота сами, это абсолютно безопасно. На продажу Айзенкох с декабря испек уже 91 порцию. И это только начало его кулинарного пути. А теперь поговорим о наших якутских разработках. Несколько лет назад разработка якутских стартаперов роботы Видроид громко заявила о себе не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. Весной 2015-го появилось предприятие «Автономные технологии», которое предоставляет клининговые услуги. Стартап Видроид был создан на базе этой компании. Позже он стал одним из резидентов Арктического инновационного центра СВФУ. И с нами на связи выходит Иван Филиппов, автор проекта «Видроид», руководитель производства «Автономные технологии». Доброе утро, Иван. Здравствуйте. Иван, большую известность все-таки проект получил после того, как был фактически рабочий экземпляр, да, продемонстрирована его работа была в аэропорту в Казахстане. После этого, насколько известно, насколько нам известно, на 100, по-моему, единиц данной техники, данных роботов был заключен контракт. Вообще, в чем уникальность, как вы считаете, в чем привлекательность этого проекта оказалась? Привлекательность этого проекта оказалась в том, что мы делаем максимально простой, понятный продукт, который прост в обслуживании, во-первых, самое главное, и не требует дополнительных, скажем так, вливаний в бюджет на обслуживание, что, скажем так, эффективно его отличает от других наших конкурентов. Вот. Все компоненты мы практически используем российские, казахстанские, но электроника, конечно же, частично использована из Китая, из китайских компонентов. Наш робот показал хорошую эффективность. В принципе, он хорошо моет полы от грубой грязи, песка, крупной дисперсной пыли. Вот. Эффективно этим отличается от наших конкурентов, например, японских, да, у японских роботов очень быстро происходит засор. Вот, поэтому в России их очень мало используют, так как у нас обильная такая тяжелая пыль. Вот. Вот сейчас мы на данный момент работаем с фондом Сколково, Центра коллективного пользования Сколково, SMAN Technologies. Вот, и совместно дорабатываем наш проект до промышленного изделия, которое будет выпускаться конвейерным способом. Вот. Наш
очень активно поддерживает IT-парк, технопарк, наш родной Якутия, да? А также вот с MAN Technologies мы сейчас отрабатываем некоторые элементы с Росатомом. У них есть НИИ по разработке перспективных технологий. Вот, и мы совместно с ними сейчас дорабатываем наш образец. И в третьем квартале 2022 года мы должны выпустить уже нового робота. И мы его пилотное сейчас название, у него ведроид Гидра. Вот, ну, как-то так, в общем, решили назвать. Иван, существует такое мнение, что в России разработка не будет, ну, товар, разработка, продукция не будет продаваться, пока ее не продашь за рубежом. Вот согласны ли вы с этим? И вообще, как стартаперам, начавшим свое дело, вот раскручиваться сегодня? Да, частично, конечно, согласен. Если твой продукт продается где-то за рубежом, то уже наши соотечественники уже гораздо, скажем так, симпатизируют нашему продукту. Вот. Если за границей у тебя продается товар, значит, у тебя и есть качество твоего товара, вот, обоснованное. А насколько интересны идеи у якутских стартаперов? Ну, я вот, например, мониторил хардварные проекты, и есть очень интересный проект, Батрак называется. Батрак — это аналог бобката, маленький трактор, который может чистить прохожие переходы. Вот. Очень интересный проект. Мы сейчас вот думаем, если у нас взаимодействие по нашему роботу, ведроиду, мы докончим вот последнюю модель, которую сейчас запланировали, и вот следующую модель планируем сделать уличную, и как раз таки попробуем это реализовать на базе вот Батрака, маленького этого погрузчика. Также эта компания ООО «Батрак» называется. Очень смешно, но тем не менее очень интересный продукт. Можете посмотреть в Инстаграме. Они очень активно публикуют сейчас материалы. Да. Спасибо, Иван, большое вам за подключение. Желаем вам удачи. Спасибо, удачи нам нужна. Ну а прямо сейчас небольшая пауза, после которой мы вернемся. Это «Утро Якутии». Мы встречаем сегодняшний день, 11 февраля, пятница на дворе. И прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они уже готовы рассказать о последних новостях. Доброе утро. В эфире новости. В рамках госпрограммы содействия занятости населения более 1200 безработных якутян и 140 незанятых граждан освоят новую профессию. А по проекту «Местные кадры» в промышленность пройдут обучение 500 человек. Также в связи с Годом матери основной приоритет будет направлен на обучение женщин. В бесплатных краткосрочных курсах специалисты службы занятости планируют обучить 663 женщины. Кроме того, в этом году 331 безработный гражданин получит единовременную финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей для открытия своего дела. В Республике Саха-Якутия зарегистрирована безработица более 7 тысяч человек. И тем временем можно сказать, что вакансий у нас на базе 11,5 тысяч вакансий. Да? Из них 65% рабочей профессии. Поэтому мы еженедельно проводим мониторинг рынка труда, какие востребованные специальности, где можно найти работу. В прошлом году мы трудоустроили около 20 тысяч якутян, поэтому работа в этом направлении будет продолжена. И по профобучению в этом году мы планируем около 1500 человек обучить. Уже вот в феврале началась учеба 50 жителям Анабарского и Оленевского района. Они будут трудоустроены после профобучения в компании «Алмаз Анабар».
Два проекта Амгинского района прошли отбор по программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке. И на сегодняшний день их проектно-сметная деятельность находится на стадии завершения. Создание комфортной среды в населенных пунктах имеет колоссальное влияние на социальное благополучие в селах. Поэтому одной из важнейших задач при реализации проектов было максимальное вовлечение жителей на всех этапах работ и услышать их мнение. В конкурсном отборе, который состоял из 2 этапов, приняли участие более 1000 амгинцев. По итогам голосования было сформировано 4 заявки от муниципальных образований на обустройство дворов и мини-парков, из которых прошли отбор 2 мини-парка. Это мини-парк «Строитель» в селе Амга и набережная реки Амга в селе Бетюнцы. И сейчас идет тесная работа с Управлением архитектуры и градостроительства Республики Саха-Якутия, с Центром компетенций, а также проектантами в части завершения уже проектно-сметной документации для дальнейшей реализации. Сами жители очень заинтересованы и уже с нетерпением ждут реализации строительства их мини-парков. Также стоит отметить то, что, к сожалению, сейчас в программе могут принять участие только населенные пункты с населением более 1000 человек, но села с меньшим количеством населения тоже хотят реализации программы «1000 дворов» на их территориях. В рамках Года культурного наследия, объявленного президентом Владимиром Путиным, в Якутии отреставрируют филиалы Дома-музея Ярославского. Деревянная усадьба в качестве музея работает с 1968 года и нуждается в обновлении. На эти цели уже выделены средства. Пополнят и экспозиции. Их представят на широкую публику. Ремонт проведут и в Доме-музея имени Амосова, который приурочат к 125-летию со дня его рождения. И в этих 2 филиалах у нас еще будут большие изменения в экспозиции. Вот в этом Доме-музея Ярославского будет новая выставка, а в Доме-музея Амосова будет полная реэкспозиция. То есть мы поставим новую экспозицию к концу года. Кроме этого, в этом году у нас как никогда предусмотрены большие финансовые вливания на реставрационные работы. Реставрация – это как раз сохранение культурного наследия. Доброе утро. Мы продолжаем. В январе этого года Республиканский Минздрав организовал штаб единой горячей линии 122 по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией. Позвонив по номеру, можно получить и консультацию от медработников, и вызвать врача на дом, и задать любые интересующие вопросы. 171 человек с подтвержденным COVID-19, из них 60 детей. Со вчерашнего дня закрыты 2 городские школы, 1 и 4, также школа в селе Талон. Потому что там все-таки увеличивается количество заболевших детей. Дети болеют ОРВИ, правда, не сказать, что в очень тяжелой форме. Есть и дети, которые болеют ковидом. Ситуацию с заболеваемостью в районе уже нельзя назвать стабильной. Ежедневно заболевают десятки человек. И это, по словам заместителя главного врача Ленской ЦРБ Светланы Куц, только начало. Новая волна пока медленно, но верно расползается по району. В инфекционном отделении находится 11 человек. Остальные заболевшие проходят лечение на дому. У большинства заболевания протекает в легкой форме, благодаря, опять же, вакцинации. Те же, кто не вакцинировался или вовремя не ревакцинировался, переносят вирус намного сложнее. Из этих 171 человека вновь поступившие 42 человека за вчерашний день. Из этих 42 человек дети. Телефон колл-центра не замолкает. С утра до обеда сегодняшнего дня на него поступило 50 обращений. И практически все с жалобами на высокую температуру и общее недомогание. С усугублением эпид-ситуации в районе создана дополнительная бригада докторов, выезжающих на дом. Из-за нехватки специалистов пришлось привлечь врачей узкого профиля. Мы ожидаем и присоединение к нам еще одного терапевта. В данный момент выйдет на участок у нас доктор. То есть чуть-чуть облегчится. Все равно нагрузка очень большая на докторов. И мы, конечно, хотим некое понимание. Потому что, как ни ругайся, но больше, чем количество человек, которые могут принять вызова, большее количество, чем могут принять пациентов, все равно у нас не будет.
В поликлинике в течение всего рабочего дня организован забор ПЦР-тестов. На вызова доктора выезжают с ИХ-тестами. Буквально на днях планируется открытие больничных листов дистанционно. Уже с сегодняшнего дня в поликлинике закрыты все плановые приемы. В ближайшее время в больницу поступят вакцины для детей. Медики отрабатывают списки желающих привиться. Сегодня все структуры Ленского района заняты одним делом. Их задача – создать все условия для того, чтобы новая волна ковид прошла как можно легче, чем в прошлом году. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. А во Владивостоке живет знаменитый кот Симба, который объездил вместе со своим хозяином весь Приморский край. Популярность пришла к необычному животному после фотографии на зимней рыбалке, на которой Симба позировал в ушанке. Кот любит не только ловить рыбу, а питомец фотографа гуляет по живописным местам, осваивает... Даже горы покоряет он. А у кота также есть рюкзак для выхода на природу, только вдумайтесь. Часть прогулки Симба ходит сам, а часть проводит в рюкзаке хозяина. Как признаются сами хозяева, до появления кота у них была собака, и что у них даже был такой стереотип, что только собака является другом человека, но они присмотрелись к породе котов курильский бобтейл и решили завести кота этой породы. Эти коты, к слову, очень дружелюбные, привязаны к человеку как собаки, и с ними можно гулять. Вот, говоря про любовь к животным, в Хангаласском Улусе охотники принимают участие в мероприятиях по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов. Так, что это значит? Звучит очень сложно, на самом деле, да. Все... На самом деле не сложно. На самом деле не сложно, в тексте только сложно. По сути, охотники подкармливают животных в лесу, организуют такие кормушки, чтобы животные в этот период времени, когда им трудно найти пропитание, могли вот подкрепиться в этих самых кормушках. Особенно это касается косуль, которым очень трудно рыть снег в это время года. Поэтому вот таким образом предотвращают чрезмерную убыточность популяции, скажем так. Вот в чем дело. Ну, а подробности все нам расскажет наша коллега Виолетта Засимова. Мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов проводились ранее только лишь госинспекторами. Но с прошлого года Минэкологии начало привлекать и охотников-любителей. Что включают в себя эти мероприятия? Во-первых, обустройство подкормочных площадок на охотничьих угодьях и периодическое наполнение их сеном, ветками, солью и зерном. Во-вторых, заготовка сена и веточного корма в летний период. В-третьих, охотники могут принимать участие в зимнем маршрутном учете, то есть содействовать мониторингу численности зверей и птиц. Взамен Минэкологии предусматривает для охотников, принимавших участие в перечисленных мероприятиях, поблажки при распределении лицензий. В прошлом году из Хангаласского Улуса изъявили желание участвовать в мероприятиях 18 человек. Среди них был Сергей Землянский. За прошлый год мы соорудили 5 кормушек, создали подкормочные площадки, заготовили сено, веточный корм. Ездили, смотрели следы пребывания. Зверь приходил, кормился. В общем, успешно очень все прошло. В этом году с района заявки подали аж 92 человека. Евгений Павлов, охотник со стажем 17 лет, впервые принимает участие в подобных мероприятиях. Как правило, охотники работают в группе по 4-5 человек. Группа Евгения успела соорудить 3 подкормочные площадки. Я вот купил мешок зерна, соль купил, сено у друга взял. Вот, занимаемся. Уже вот второй выезд. И кормим потихонечку. Делаем кормушки. Сейчас планируем еще в середине месяца съездить. Еще 2 кормушки сделаем. Хоть и Евгений новичок в этом деле, но у него уже есть свое видение на обустройство кормушек. Я предпочитаю максимально приближенно делать к естественным условиям, допустим. Без досок там вот, стараюсь. Корой вот как бы навес сделал, ветками там закрыл. Корыто я сделал из сухого дерева упавшего. А почему вы против досок? Доски все равно, их везешь, там пилорамы пилят туда-сюда как-то. Неестественно все равно. Зверь может пугается там или что. А так более естественно. Мероприятия длятся с января по август. Затем идет отчетный период. Мы готовим отчет. Все наши выездные вот эти мероприятия мы фиксируем на фото, видео. В конце мы все скидываем на карту, либо на диск.
бумажный вариант отчет и цифровой. Отправляем в Министерство экологии, там уже рассматривают и на основании выполненных работ выдает квоту на добычу. В прошлом году наша команда получила разрешение на лося. В сентябре охотникам, принимавшим участие в мероприятиях по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов, распределят треть от общего количества лицензий. Например, в прошлом году разыгрывали 71 квоту на добычу косули, 18 квот на добычу лося и так далее. Ежегодно количество лицензий разнится. Все зависит от итогов зимнего маршрутного учета. Специально для «Утра Якутии» из Хангаласского улуса Виолетта Засимова, Федор Тарасов. Ну а сегодня, 11 февраля, в пятницу вечером можно отметить один замечательный праздник. Если у вас есть дети, племянники, просто сестры, братья. Сегодня отмечается День волшебных сказок на ночь. Я думаю, это замечательный повод, если давно этим не занимались, почитать детям что-то, ну опять же, сестрам младшим, братьям младшим и так далее, каким-то родным маленьким человечком. Да, с другими датами знакомимся далее. На календаре 11 февраля. Сегодня отмечают Международный день женщин и девочек в науке, День волшебных сказок на ночь, День изобретателей, День гитары. По народному календарю в этот день чтят память святителя Лаврентия Печерского, епископа. В народе считается, что в этот день шалят ведьмы. Они способны сделать землю бесплодной, заразить кусты и деревья, навести на людей порчу. Чтобы уберечь свой дом и огород, принято втыкать чертополох по 4 сторонам света. Считается, что ведьмы не любят это растение и обходят его стороной. События в этот день. Плотник Ефим Никонов начинает строить потаенное судно – предшественницу субмарин. По железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начинают ходить поезда на конной тяге. Совершил первый полет советский военно-транспортный самолет Ан-8. В этот день состоялась премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году фильм удостоен кинопремии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. После 27 лет заключения вышел на свободу 8-й президент ЮАР, один из самых известных борцов за права человека Нельсон Мандела. В этот день родились Томас Эдисон, американский изобретатель и предприниматель; Василий Качалов, русский актер театра, народный артист Советского Союза; Иван Шадер, русский советский художник, скульптор, создатель скульптуры «Девушка с веслом». Бьюла Луиза Генри, американская изобретательница, автор около 110 изобретений. Любовь Орлова, советская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. Дженнифер Энистон, американская киноактриса. Тимур Батрутдинов, российский комедийный актер и телеведущий. Тейлор Лотнер, американский актер, наиболее известный по съемкам вампирской саги «Сумерки». Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Юлиан, Роман, Лука, Леонтий, Лаврентий, Константин, Игнат, Иван, Дмитрий. А музей – это место, где живут не только картины. В собрании скульптурные композиции, исторические артефакты, личные вещи художников и мастеров известных, а также посуда разных времен и народов. В Национальном художественном музее хранится очень интересный сервиз от легендарного императорского фарфорового завода. Национальный художественный музей обладает прекрасным чайным сервизом, который выполнен на императорском фарфоровом заводе. Это одно из крупнейших предприятий в Европе. Оно основано в 1744 году и носит имя Михаила Васильевича Ломоносова. Этот чайный сервиз поступил в музей в 1987 году, и выполнила его замечательный мастер, художник Григорьева Лариса Ивановна, которая поступила на этот завод в год окончания войны и прошла всю профессиональную школу классического мазка, понимание формы, понимание цветовых пятен. В 1951 году на этом заводе состоялся художественный совет, которым руководила знаменитый скульптор Вера Игнатьевна Мухина. И вот именно она, посмотрев работы
Ларисы Ивановны дала хорошую отметку этому автору, и с той поры начался творческий путь самостоятельный Григорьевой Ларисы Ивановны. Вообще ее росписи характерна такая живая эмоциональная окраска этих красивых ярких пятен. Это говорит о том, что художник очень трепетно относится к декоративному изображению, к орнаментальному изображению. Этот сервиз очень яркий, праздничный, по поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Это образец таланта художницы и как человека, который преклоняется перед творчеством великого поэта. Она создала эту сказку очень тонко, изящно и смело. Уже совсем скоро, 19 февраля, начнется новый туристический сезон в национальном парке Ленские столбы. Собственно, подготовка уже идет полным ходом. Государственные инспекторы парка полностью расчистили тропу и смотровую площадку, приступили к заготовке льда для ледовых скульптур и ледовых горок. Также заготовили дрова для топки гостевого дома и, самое главное, производят сейчас предварительные промеры толщины ледового покрова в месте, где будет пробит автозимник Батамай-Лабыджа, который оканчивается у подножия непосредственно Ленских столбов. Новое оборудование – ориентир на постковидных пациентов и современные методики диагностики и лечения. Санаторий Бесчагда получил расширенную медицинскую лицензию и готов принимать якутян. Какие нововведения ждут будущих гостей здравницы, узнаем в следующем материале. У санатория Бесчагда теперь расширенная медицинская лицензия. Это дает право на оказание новых видов услуг. Здравница впервые сможет начать работу по офтальмологии, урологии, онкологии, дерматологии и другим востребованным направлениям. Поможет и современное оборудование, которым санаторий в этом году был доукомплектован. Причем руководство для работы привлекло дополнительно и новых специалистов. И первый, и второй этап лицензирования требует приглашения специалистов, в том числе узких специалистов из Москвы, Московской области, из ведущих клиник. Мы ведем эту работу. На сегодня у нас уже работает ряд людей, которые пришли к нам. Это и профессор Заруба, кардиолог известный, люди, отвечающие за мануальный блок, рефлексотерапию. Мы будем постоянно этим заниматься и огромное внимание будем оказывать тому, чтобы люди, работающие в Бесчагде, могли полноценно оказывать помощь нашим пациентам. Отдельным направлением является постковидная реабилитация. В санатории подготовили целую программу для переболевших коронавирусом. Мы предлагаем новую процедуру – внутривенное лазерное облучение крови. Эта процедура оказывает прекрасное воздействие на сосуды всего организма человека, повышает иммунитет, повышает стрессоустойчивость организма и, самое главное, улучшает кислородно-транспортную функцию нашего организма, что очень важно после перенесенного ковида. Я в декабре месяце заболела ковидом и находилась там в городе больница. Но лечились, очень хорошо лечили. Но здесь уже, вот, как говорится, мы приехали уже 5-й день. Нам назначили процедуры. Но что мне понравилось? Мне понравилась ванна кемпингдайской соли. Потому что я сама из Сунтара, часто бывала в Кемпингдае и лечилась в озере Кемпингдай.
Кроме того, в этом году запланировано расширение взаимодействия санатория с общественными организациями инвалидов и воинов-интернационалистов. Для этих пациентов планируется разработать специальные программы по медицинской реабилитации. Максим Кардозу, Джур Березкин, Московская область. В Якутске стартовал проект образовательный под названием Spark Lab. И непосредственно в этом проекте студенты вузов города, они могут реализовать свои самые смелые инновационные идеи, получить бесценный опыт реализации таких идей. И вот как раз-таки про проект Spark Lab мы поговорим со специалистом по внешним и внутренним коммуникациям Синет Spark Степанидой Дмитриевной Оконешниковой. Степанида, доброе утро. Расскажите нам, что такое Spark Lab? Spark Lab – это новый пилотный образовательный проект нашей организации Синет Spark. Напомню, что Синет Spark – это некоммерческая организация, которая реализует проекты и программы развития, нацеленные на улучшение городской среды и в целом улучшение качества жизни в Якутии, а в дальнейшем и в других регионах мира. И базовым инструментарием Синет Spark является сочетание новых технологий, достижений науки, инженерии, искусства с предпринимательской и креативной энергией талантливой молодежи. И в этой связи Spark Lab – это образовательно-проектные и практикоориентированные лаборатории. И миссия Spark Lab является вовлечение как раз-таки мотивированных и способных молодых людей в проекты Синет Spark. Здесь они смогут реализовывать свои самые смелые идеи и на практике опробировать новые технологии. А по каким направлениям будут работать лаборатории в этом проекте? Да, в этом году мы планируем запустить лаборатории по 10 основным направлениям. Это такие направления, как чистый воздух, комфортный дом, транспортные технологии, автомобильные дороги, EdTech, качественные продукты, ну и другие, которые связаны с наиболее актуальными для нашего региона проблемами. Степанида, а в чем особенность этого проекта? Что его отличает от других площадок? Одна из главных и важных особенностей нашего проекта является то, что в работе лабораторий будут задействованы эксперты российского и мирового уровня в соответствующей области, так называемые адвайзеры и ресерчеры. Также стоит отметить, что руководителями лабораторий будут назначены тимлиды из числа самых опытных менеджеров Синет Spark. Ну и по завершению обучения студенты получат основные базовые знания по ведению проектной деятельности, также научатся работать с конструкторско-технологической документацией и внедрять различные технологии. Ну вот, допустим, гипотетическую ситуацию такую, к примеру, я потенциальный участник Spark Lab. Что меня ожидает? Вот я приду туда, что меня ожидает, как будет проходить работа в этих лабораториях и так далее? Да, вот в этой связи хочется отметить, что мы все знаем, что одна из проблем классического формата образования является то, что студенты получают достаточно большой объем теоретических знаний по многим дисциплинам. И, к сожалению, у них нет возможности каким-то образом на практике реализовать свои знания. И в этой связи получается, что в наших лабораториях студенты смогут реализовать свои идеи, опробировать, испытать какие-то эксперименты провести. Например, в лаборатории «Чистый воздух» они смогут внедрять эффективные технологии по улучшению качества воздуха как в атмосфере, так и в помещении. Также создавать систему мониторинга за состоянием воздуха. В лаборатории по автомобильным дорогам студенты смогут исследовать различные возможности для улучшения состояния дорог в Якутске. Но потенциальные студенты точно заинтересованы. Как же стать участником проекта Spark Lab? Мы приглашаем всех студентов очной и заочной формы обучения любого вуза города Якутска. Достаточно заполнить анкету, которая есть у нас на сайте sinetspark.org.
Также у нас можно в инстаграм-аккаунте _Team в шапке профиля также имеется ссылка на статью, в которой есть эта анкета. Достаточно заполнить эту анкету и небольшое эссе объемом до 1000 знаков. Вот. Если будут какие-то вопросы, то можете писать нам также на электронную почту spark.lab@cinet.team. Вот, так что приглашаем всех студентов, ждем заявки. И хочу также отметить, что мы немножко продлили срок приема заявок до 16 февраля включительно. Отлично. Да. Присоединяйтесь в нашу команду. Ждем. Да, ну такой вопрос от себя лично. Только студенты, да, могут участвовать, потому что так интересно рассказывать, самому стало интересно. Степанина, спасибо вам большое, что в это утро были с нами. Надеемся, что, да, во всяком случае, цели Spark Lab будут достигнуты, а участники получат, да, тот самый бесценный опыт и умение реализовать свои идеи. Далее мы прервемся совсем ненадолго, после чего продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Это «Утро Якутии», 11 февраля на календаре. Далее передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Вы смотрите новости. Доброе утро. По итогам 2021 года компания «Эльга Уголь» добыла почти 15 миллионов тонн угля, что более чем в 2 раза больше, чем в предшествующем году. В этом же году ожидается добыча более 20 миллионов тонн. Компания нацелена стать одной из крупнейших по объему добычи и реализации угля и в стране, и в мире. В соответствии с комплексным планом реализации инвестпроекта по развитию Эльгинского угольного месторождения к 2026 году планируется строительство кластера обогатительных фабрик мощностью до 38,5 миллионов тонн в год. Для этого к 2025 году предусматривается расширение паровозной способности железнодорожной линии Эльга-Улак до 30 миллионов тонн в год. Также будет построен аэропорт со взлетно-посадочной полосой в 2,5 километра. Национальная библиотека республики совместно с представительством МИД России в Якутии открыли книжную выставку под названием «Якутия глазами зарубежных гостей», приуроченную ко Дню дипломатического работника, который отмечается в России ежегодно 10 февраля. Читатель может ознакомиться с работами иностранных гостей, которые в разные годы описывали в своих трудах республику. Помимо этого, на выставке представлены книги о становлении и развитии дипломатического дела в Якутии. Также посетители могут полюбоваться гравюрой 18 века, которую написал французский художник. Художник из Франции Шарль де Леспинас, он путешествовал по России, но в якутских краях, конечно, он не был, поскольку даже из самой гравюры видно, что это как бы он представлял Якутск около Ленских столбов. Эта копия гравюры была подарена князем Васильчиковым, который работал в компании «Де Бирс» в 90-х годах, Михаилу Ефимовичу Николаеву. И теперь эта гравюра хранится в Актемцах в центре Николаева. Кинокомпания «Саха-фильм» представит 2 фильма на европейском кинорынке. «Саха-фильм» станет участником одного из самых крупных кинорынков мира, европейского, который пройдет в формате онлайн до 17 февраля. Компания представит сразу 2 картины «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой и «Холодное золото» Петра Хики. Европейский кинорынок – это крупный кинорынок, который проходит параллельно со знаменитым Берлинским кинофестивалем. По масштабам многие сравнивают это мероприятие с кинорынком в Каннах. По информации организаторов, на нем ежегодно собирается около 10 тысяч представителей международной кино- и медиаиндустрии. В первую очередь продюсеры, покупатели и дистрибьюторы.
Между тем вышел трейлер фильма якутского режиссера Владимира Монкуева «Нуча». Картина, вошедшая в топ российских фильмов 2021 года. Обладатель «Хрустального глобуса» Международного кинофестиваля в Карловых Варах выйдет на широкие экраны 17 марта. Действие психологической драмы разворачивается в Якутской области в конце 19 века. Главные герои похоронили второго ребенка. Их ждет суровая зима. А местный князь вместо обещанной помощи навязывает супругам на поселении русского каторжника. Найти с ним общий язык у пары не получается, а вскоре каторжник начинает вести себя словно хозяин дома. На этом все. Хорошего дня. Настроенческие фотографии животных. Ну, они могут быть сами по себе милыми, ну, потому что животные – это всегда мило, а могут просто находиться в какой-то вот такой ситуации интересной, которая, ну, не может не вызвать улыбку. А иногда даже в такое состояние, которое иногда называют смех сквозь слезы. Впрочем, смотрите сами, вот сейчас на экране демонстрируются эти замечательные, позитивные животные в разных ситуациях и так далее. Вот альпака, если не ошибаюсь, смешная такая. Можно вспомнить кота своего, да, который когда-то расцарапал обои, там, не знаю, сгрыз обувь, или собаку, которая обнаружила свой хвост случайно. Ну, как минимум на 15 минут вот такие картинки могут, конечно же, улыбкой и хорошим настроением обеспечить. Ну, а если их посмотреть много, то... Если в течение дня вспоминать, то и на весь день, да, настроение обеспечено. Да. Тем временем американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Сразу среди претендентов лидирует вестерн «Власть пса», в декабре вышедший на платформе Netflix. На втором месте «Дюна» Дэни Вильнёва, которая вышла осенью прошлого года. Ну а более подробно расскажем об этом в нашем следующем сюжете. 1900 and nothing. Мрачный вестерн Netflix «Власть пса» возглавил список претендентов на премию «Оскар» в этом году. Американская киноакадемия объявила их во вторник. Фильм, основанный на романе Томаса Сэвиджа, получил 12 номинаций, в том числе на самую престижную награду за лучшую картину. Сыгравший главную роль Бенедикт Камбербэтч может получить премию как актер года. Джейн Кэмпион названа среди лучших режиссеров, а Кирстен Данст номинирована на лучшую женскую роль второго плана. Главным соперником «Власти пса» стал научно-фантастический эпос «Дюна» Дэни Вильнёва с Тимоти Шаламе в главной роли, который получил 10 номинаций. Также за лучшую драму поборются британский биографический фильм «Белфаст» о семье, живущей в условиях конфликта в Северной Ирландии конца 1960-х годов, и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, получившая по 8 номинаций. В список попала и лента о сообществе слабослышащих «Кода. Ребенок глухих родителей», а также «Не смотрите наверх» – комедийная аллегория на безразличие СМИ и правительств к изменениям климата. Среди других номинантов на главную награду были японская драма «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард» об отце звезд тенниса Винуса Серены Уильямс, комедийно-драматический рассказ о взрослении «Лакричная пицца» и триллер «Аллея кошмаров». За звание лучшей актрисы поборются Джессика Честейн, Оливия Колман, Пенелопа Круз, Николь Кидман и Кристен Стюарт. Как лучший анимационный фильм представлены «Энканто», «Побег», «Митчеллы против машин», «Лука», а также «Рая и последний дракон». Победители станут известны на церемонии вручения в Голливуде 27 марта. Что ж, на этом наш пятничный эфир подходит к концу. Надеемся, что мы... Пароходит. Что мы, да, поделились с вами хорошим настроением, зарядили вас на предстоящий день. Пусть пятница обязательно пройдет хорошо, отлично. Да, и пусть хорошо пройдут выходные, последующие целых 2 дня. Можно будет отдохнуть, перевести дыхание, выспаться, встретиться с друзьями. В общем, выбор огромный. Вам остается только выбрать, чем бы заняться в эти дни. Но и по традиции, как всегда, в пятницу мы наш эфир завершаем приятной, хорошей, классной музыкой. Да. И сейчас прямо она будет звучать. И мы вам еще раз желаем всего хорошего и, главное, с улыбкой этот день проведите. До встречи в понедельник.
thinking about you. And tonight I'll be thinking about you. With me, you just have fun. With you, I'm a little confused. Baby, here comes the sun. This time we just have to choose.